Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! А как мужик выглядит? Алкаш, смешливый такой. Ежик. Здрасте. Здравствуйте. А вы тоже стример? В смысле тоже. Ну вот я только сейчас вот листаю, и все стримеры, обычно такие наушники у всех стримеров такие Наушники, большие. чтобы не отвлекать домашних, чтобы не было эхо в рулетке. А, я понял, все, извините, а то Наушники не это просто, чтобы было комфортно общаться. Жжешь, собака! Ага. То все так когда, сразу... нет, когда нет наушников, как правило, идет эхо у собеседника. Неудобно себя 2 раза слышать. Ну, говорят, что в этой чат-рулетке вот я редко замечаю такого. что в Есть, этой есть, есть такое. Есть, бывает, да? Конечно, конечно. Да, а мне тут просто попадаю, мне сразу эти стримеры, давай вопросы задавать. Вот ты в Польше, а что-то это... Как-то аж, знаете, как оно... Ты как будто на каком-то соцопросе, я не знаю, блин. Да нет, просто, может, люди интересуются, интересно, как сейчас дела. Ну да, у них они на стриме, там они, может, какую-то статистику ведут или ищут каких-то фриков таких, знаете, с которых можно как бы, ну, погнать, там, постебаться. Ну, бывает такое. Да. Просто Как у вас дела? многие не понимают, что даже геолокация бывает срабатывает коряво. Не факт, что вы сейчас в Польше даже находитесь. Не, я в Польше, да, реально в Польше. Я из Белгорода, в России. Из Белгорода? Да. Ой, а у меня в Белгороде, у меня в Старом Осколе родственники живут. Ну, Я видите. в Белгороде как-то раз был проездом, просто когда к ним ездил еще лет 10 назад. Ну и как вам впечатление от города? Вы знаете, я как бы особо по нему только на вокзале был, это было так давно. А, я ну так если на съездил. вокзале, что ну, там ничего было Да, не что ж я увидели там. там. Ну, я говорю, я со Старого Оскола приехал на вокзал, сел на поезд, приехал, и потом так же сам уехал. Поэтому не могу Ну, ничего понятно. Не, сказать. я думал, знаешь, можно на машине через весь город. Не-не, Он-то не скажите, длинный, у вас там спокойно сейчас? Бо я слышал, Ну, там были прилеты к вам тоже. Да, Ну, были ПВО отрабатывало. Ну, были всякие инцессы было всякое. а Ну, сейчас нормально. нормально. Да, сейчас вообще Спокойно. тишина вообще. Ну, Ага. там по Шебекино что-то пытается, но уже тихо. А Шебекино это типа около близкой границы, да? Ну, ближе намного. Ага. Просто у нас сколько протяженность? У нас, сколько? 12? Сколько у нас километров-то? Соприкосновение с Украиной-то. У нас есть села, речка такая трехметровая. Тут Россия, там Украина и все. Старый Оскол, да, который называется? Ну, Старый Оскол, Везелка, рек там много тоже. Ага. Понятно. Больше 500 километров соприкосновения, представляете, да? Что такое 500 Да. километров? Это от меня почти доехать до Тулы. Там останется 150 с хвостиком. Как бы, ну, протяженность большая, да. Мгм. А можно вам вопрос задать? У вас Ну. такая вот такая борода красивая, и у вас тут такая бусинка, да? У вас там случайно не руна? Да. Ну, какая-то руна, я даже не знаю, что обозначает. Смотрите, я сейчас занимаюсь похожим делом, видите, руна? Не, ну у меня что-то другая, наверное. Хотя хрен знает, сейчас посмотрим. Я из паракорда плету, из паракорда. У меня Разные тоже. браслеты, брелки. А не, и у вот меня какой-то друг. У меня какой-то крестик, наверное, не знаю, будет видно, не будет. Если камера сфокусируется. Да, это... Ну, что Мгм. другое. Я понял, да. Ну, таких... у меня скандинавские, кажется, руны. А я не знаю, я заказал просто бусинку для бороды, потому что иногда на работе неудобно работать так вот, когда борода это сильно висит. Ага. О чем вы тут общаетесь? Ну, по-разному. Охота, рыбалка, хобби начинаю, скатываемся в политику и пошло-поехал. Блин, сейчас это по-разному. политика, тема номер один, смотрю, у всех. Политика. Ну, на сегодня такой, у всех как бы такой больной, нагоревший вопрос, почему Польша запретила въезд в Украине на ее территорию по границе. Ой, ну знаете, тут же по новостям тоже никто правду не скажет, показывают в Польше. Бывает, спрашиваю, приносу там на работе у своих поляков, а что такое, что там, типа, что там за конфликт? Ой, это там, и, короче, потому что украинские дальнобойщики Ну, забирают в основном, да, в основном вот это. хлеб у наших поляков, там что-то такое, короче, и никто тоже толком ничего объяснит. Можно, может быть, нескромный вопрос. Если хотите, можете не отвечать. Как давно вы в Польше проживаете? 5 лет, А, 5-6 лет где-то. Ну, я так с переменным успехом, бывало, приезжал домой и уезжал. Но вот до этого, вот уже не был дома 2 года, 2,5 почти.
А до этого еще 2 года не был. Ну, как бы много уже. Ну, понятно. А переехали Польский знаю. откуда, если не секрет? Запорожская область. Ну, у меня сейчас знакомый в Запорожье живет, тоже там что-то такое. Все они... Сейчас буду возвращаться уже в Россию, потому что возле Мелитополя живу я вообще там. Ну, дай бог, дай бог. как бы. Я всегда Вот, говорю, это- что если человек куда-то уехал, ты не знаешь, что он там убежал. Человек понимает, что жизнь имеет конечный отрезок. И, ну, вот если ты не воин, ну и что, ну и пойдешь что на войну, тебя минус не Не, так я давно отсюда, как бы, я давно уехал. И когда война началась, я тут был, в Польше. Понятно. И не то, что я там убежал, там, или там как-то... Тем более у нас там с самых первых дней Россия как зашла. Ну, я живу там сразу с Крыма въезжаешь, там 100 км я живу, грубо говоря. Поэтому, как бы, у нас многие поуезжали, да. Как бы, кто-то согласился с новой властью, кто-то нет. Ну, Кто-то это дело слишком- всех и каждого, мне кажется, соглашаться. Это, не конечно, соглашаться. дело. Ой, а вы знаете, все равно это вот настолько, как бы, это болезненная ситуация, Конечно. потому что многие вот, я общаюсь со своими домашними, многие вот даже дети поуезжали, а родители дома остались. И вот они в контрах не общаются, короче, вот вы типа там остались под Россией. Как вам типа. можно обращаться? Имя? Павел. Павел. Меня зовут Андрей. Я вообще родился в Якутии, и как бы у нас была многонациональная страна тогда, особенно в Якутии. Все ехали за длинным рублем, понимали, 15 лет отработал, северная пенсия, хорошие там дотации и все. И в 45 ты уже пенсионер. Мгм. И сколько потом, ну, понятно, что СССР рухнул, и многие уехали обратно. А кто куда? Ну, если ты был в Киев, а ты куда уехал? Ты заработал Ну, в Киев. денег, ты уехал в Киев, ты купил там дачку, Конечно. квартирку, машинку. И вот многие же уезжали и в Луганск, и в Донецк. И на Донбассе я был еще пацаном, но я не помню, там такие вырывочные воспоминания. Без воспоминания, что помню, все мужики ходили с накрашенными ресницами. Потом мне отец объяснил, что это шахтеры, не трогай их. Типа, не бузи, а то это, отзвездюлимся. Вот единственное. Ну, как бы, ну, там, и на Сугрессе купались, где-то фотографии есть. И, как бы, и сейчас вот многие вот, под бомбежками, да, и уже по 70, по 75 лет людям говорят, там, мы-то в чем виноваты? Да. Да, понятно, блин, сейчас... Ой, У всех тяжелый своя год. судьба. Говорит, а куда мне ехать? Вот у меня маленькая Да. хатынка осталась. Муж помер. Один сын ушел на ту сторону, а другой сын ушел на ту сторону. Они друг с другом не общаются. А мне что делать? Я их мать. Я люблю что одного, что другого одинаково. Тяжелая ситуация. Тяжелая тема, Такое да. испытание такое, что иногда бывает так вот кажется, что если бомба упала, тебя убила, было бы легче, чем вот это жить с этим вот так, с таким И мне раздраем. кажется, вот как была эта гражданская война, когда была еще, да, вот эта революция, красные, белые. Оно же все проецируется один в один, блин. Да, Когда очень братья похожая друг ситуация. друга шашками рубили, как бы, ну это тяжело, это не, и не скоро все это устаканится, а это будут обиды. Ой, это жесть, да. Когда Это ж- кум с кумом, вот так говорю, речка, вот тут Украина, а вот тут Россия. И сейчас топорами кидаются, отдай мне Крым, да я его не брал, да иди ты нахер, грубо говоря, да? Да, Есть же да. такие люди. Ну, Видите, меня вот радует в этом то, что, вот, допустим, вот мы с вами общаемся, да, вот сейчас даже на этой теме, и у нас как бы нет никакой, да, вот как бы, что много таких людей адекватных, нормальных, которые все в понимают. этой рулетке, да. Ну, а есть же такие, которые, ну, вообще, ну, упоротые, блин, ну, или, ну... Самое обидное, когда этот упоротый сидит уже седоволосый, который Да, получил да. образование, получил в СССР, получил квартиру бесплатно, вот, и сидит, да, у нас был геноцид украинской мовы. Что ты мне рассказываешь, блин? Геноцид украинский. Ладно, молодежь легко под себя подмять. Да, да. Вообще ни о чем, как бы. Как у вас там эти навальнята тоже, Да, да? бегают до сих пор. Да, вот таких хватает везде, в любой стране. Есть вот такой один такой Димасик, Данилка си такая, рубашка с белым воротничком. А вот у нас тут дороги плохие. Говорю, иди ты претензии предъявляешь, ЖЭК. А зачем мне ходить? Я же налоги плачу. Говорю, ты понимаешь страны, да? Масштаб страны. И дядя Вова за каждым двором так наблюдать не будет. Конечно.
сами Пошли, виноваты. и сколько во дворах сами скидываются, делают дороги, потом предъявляют чеки в ЖЭКу и обязуют выплачивать. Да, вам это самое, у вас даже так есть. Сами сделали, чек показали Да, и вам да. оф- Наняли, ну, офигенно. допустим, крыша течет, ЖЭК не чухается. Наняли фирму частную. Все чеки, материалы, фронт работ, перечисления, все предоставили, идите нахер. Офигенно Не вообще, хотите прикольно. вычесаться, будем чесаться мы. Прикольно, классно, мне это нравится. А что я должен жить в говне, если я этого не хочу? Да. Ну вот у нас сейчас там дома как бы вот пришла как бы новая власть, да, была ж Украина, пришла Россия. Ну и вот по тем слухам, что я слышу, как бы, ну знаете, как тоже, да, вот как бы все равно ж они ж понимают, что, да, как бы люди как бы жили при Украине, да, как бы, а пришли ж как бы мы, ну как все равно как бы формально, ну как не формально, а ну по факту, да. Нужно сделать лучшие условия, чтобы люди, даже те, которые сомневающиеся, были более благосклонны, правильно ж? Хотя, по сути, на местах остались те же люди, как бы, ну, какие-то руководящие там должности посменялись, и Но все. будет, И дома будет чистка по-любому, будет чистка рядов. а уже идет, а говорят, и военные ходят, и по домам, и то есть все, как бы, они проверяют там всех тоже. И, ну, в том плане, что улучшения делаются для жизни людей, как бы реальные, то есть там дороги делаются, Да, какие-то да. в школах там какие-то котельные ставятся, там и пенсионерам больше денег стали давать, и там и дешевле свет, вода, газ там стали, как бы. Ну вот я брату звоню, он говорит, ну, если ты ленивый, ну как, только говорит, ленивый может не заработать, как бы Ну, работа, блин, конечно, да где-то что-то дофига рабочие прекращалось, руки нужны были. потому что какой-то украинский бизнес там уехал, кто-то не захотел, да. Ну что-то новое открылось. Люди даже бывает работы перебирают. Там Да. уволился туда, устроился там, да. Да, это И нормально. как бы, а я уже как бы тут сижу, тоже так надоело уже тут сидеть, ты уже работаешь на заводе. Особо там как бы, ну, тоже, как бы язык-то знаю, но все равно где-то что-то сильно продвинуться, а где ты здесь за рубежом Ну, не свое, не продвинешься. родное, как бы, ну куда? Да, и я работаю на погрузчике. Ну, это кара, да? Все, Мгм. какая кара. На завод, вот, и работаем в 3 смены. Получается, неделю работаешь в день, как бы с утра, ну, в общем, смена по 8 часов, с 6 до 2, вторая Мгм. смена с 2 до 10, и с 10 до 6 утра. 3 смены. То есть завод постоянно херячит. Мгм. И постоянно меняются смены каждую неделю. И за эти года я уже так Да это устал. тяжело физически, нет, ну Это тяжело. У это тебя нервная система. это ломаются биологические часы человеческие, нет, Да, это жопа. это ужас. И я уже так устал, и я уже хотел до войны ехать. Я так рвался последние полгода. Думаю, ну еще посижу чуть-чуть там, что там, может, там что-то чуть отложу. Вот тут война началась. Ну, как бы ситуация нестабильная. Те говорят, ну куда, Павлик, не едь, сиди дома, потому, ну, сиди Ну, вот, там. насколько я знаю, у нас качки зарабатывают очень достойно, очень достойно. Не, ну я считаю себя уже, я уже лет 5 работаю на каре, как бы я эту кару уже, я временами шучу, я уже чувствую лучше, чем понимаешь? Ну То есть да, ты да, это едешь, уже правильно. знаешь, где что как, вот очень, как бы, ну, понятие есть хорошее. Машины загружаю, выгружаю, как бы, ну, товар там поднимаешь на такие высоты, уже чувствуешь эти вилла так, что, ну, как бы, опыт Ну, уже опыт есть. есть, конечно, конечно, конечно. Да, Уже поэтому профессионал, вот, что говорить. ну, решил домой возвращаться, очень тоскую, как бы, жизнь идет, больших денег здесь не заработаешь, дома мать, знаете, там, брат есть, Ну, как бы, я сам не семья, тем более, когда но родные все равно далеко. скучаю за домом, так не хватает вот Ну, этого согласен, всего. согласен. Думаю, пусть даже хоть как-то дома, как-то криво, это самое, но все равно дома. Дома есть дома. Да, Тем дома и более дома. стены помогают. Что там говорить? Да, дома и стены помогают. Поэтому я вот эту зиму тут сижу, еще туда сижу, как-то дотерплю. А на весну уже еду домой. У меня это так, меня это только единственное, вот эта мысль меня сейчас и греет, что я поеду домой. Я понял. Павел, Вот такой это как- вопрос. У меня сейчас стрим. Да. Вы будете не против, если я выставлю ролик с вами? Чтобы просто вот услышали правду. Я могу ваше лицо убрать, заблюрить. Даже с лицом выставить, я открытый человек. Не, ну мало ли, опять же, у вас же на той стороне знакомые, ну, родные остались. Чтобы... Ну, у вас же ж не канал «Миллионник». Нет. Нет, У вас слава, в основном слава богу. У вас в основном ребята из России смотрят, правильно, как бы? Ну, основная часть. Почему из Германии, из Болгарии, из Англии? Да пусть смотрят, как бы, ну а что, я ж правду говорю, все как есть, вот, то, что на душе лежит. Я могу вам еще много чего рассказать интересного. Да, Больше достаточно. твой Просто взгляд. у меня сегодня вот просто тоже до вас был собеседник из Германии. Вот он рассказал, как стало жить в Германии после вот этих санкций, вот это всего.
Как бы Тут тоже тоже такая здравомыслящая. цены поднялись просто вообще. Это вот сегодня был у своих друзей, вот там парень, и к нему жена приехала, она 1,5 года назад, в общем, как война началась, она с Украины к нему сюда приехала с дочкой, вот в школу ее отправили. И вот она даже говорит, я заметила даже вот то, что 1,5 года назад, какие были цены, как бы, и сейчас вообще небо и земля практически в 2 раза подорожало. С начала войны горючка в 2 раза подорожала Ну, вся. это да, это вообще, это удар ниже плеча. Сейчас с Нового года поднимают цены на электроэнергию на 60%, кажется. Ну, кажется, не для потребителей, а для предприятий. Но все равно это ляжет в цену Ну, товара. всё конечно, зальёт. товара Да. и А пользователь а этого зарплаты не бенефит. растут, зарплаты не растут. Как бы все на том же месте особо. Ну, я согласен, согласен. Тут, мне кажется, скоро тоже будет несладко. Как-то был момент в том году, они ж тут практически все на кредитах, эти поляки тоже дома там покупают, Ну, все в да. кредитах. И им подняли не кредитную ставку, а там как-то, ну как-то вот такие термины их не польские. Короче, в общем, они начали платить, им как-то пересчитали, у них там условие было в этом кредите, что им Мгм. пересчитывают, и они начинают, короче, больше платить денег. Процентов на 30, на 40. Так тут столько Обалдеть. было, тут столько вони было. Да, конечно, И как опять же. же, кто виноват? Вова Путин виноват, понимаете? У них ж тут самый главный враг, Вова Путин. Я говорю, боже мой, вот не дай бог, хай живе, конечно, вот что-то случится, да? Не будет Путина. Кто ж у вас будет виноват, понимаете? Кого будете искать виноватого, я не понимаю. Как У них говорил, тут как всё. говорил Жириновский, говорит, на нас нападали немцы, французы, в итоге виноват Путин. Как бы, Да. Поэтому русофобы жесткие вообще. Они считают, что там в России там вообще не люди, там вообще темный лес, там дикие люди, короче, вообще там. И очень удивляется, как это так? Вы же с Украины, а говорите на русском языке. Ну как это так? Как так может быть? Это Мы не международный понимаем. язык. Мы не Русский понимаем. Говорю, международный, а так украинский вот не сложилось. международный. Ну извините, блин, что сделать. Да, ну так сложилось. Ну что могу тебе говорю? Что я могу тебе сказать? Ну так вот я с утра вот вырос с детства, и мама, папа на русском говорили. Хотя папа с Житомирской области, вот. И тоже на русском всю жизнь говорил. В Мурманске служил моряком, и как бы ничего. Мама родилась где-то там тоже в Сибири, короче. Там, Ну, раньше, где вот, это? Павел, смотри, раньше, вот даже на севере ты отработал, да, там продаешь квартиру туда-сюда, куда поехать? Поближе к морюшку, потому что всю жизнь жопку морозил. И покупали, и где? В Одессе. Ну да. Дома. Покупали в Севастополе, Симферополе, в Луганске дома. И тогда же никто не думал, что это когда-то станет другим государством. Да. Другой Да. страной, точнее говоря. Как бы. Никто ж не думал. Ну вот у меня мама 53-го года рождения. Она как бы всю жизнь сознательно, ну, большую часть прожила в СССР, можно сказать. И вот тоже она говорит, и даже я те времена помню застал, вот когда мы ключик от квартиры под ковриком оставляли спокойно. Да. Не было этого бандитизма. И Я каждый к соседям знал, у ходил. кого где ключик запасной. Да, Сколько я было ходил к случаев, соседям, поставили сухари просто- сушиться, просто- забыли, пришел, выключил Да. плиту, закрыл. Открывал дверь, вот так к соседям просто заходил, как к себе домой. Да ничего Как-то. такого И не мама было. говорит, не было вот этой ненависти, как бы, да, было тяжело, бывало, но все как-то дружно жили. А как-то вот потому не что было- жили в одинаковых условиях, все были сплоченные. Да, не было Да такого. никогда Так вот раньше- на севере никто не говорил, там, да ты армянин, ты там украинец, ты там бульбаш, ты там, да не было такого, вот не было. не было, да. И мне отец Мать всегда говорит- говорил, не смотри на человека, на национальность, смотри на поступки. Там Конечно. везде хватает дерьма. Да. Так мать вот раньше, как они, да, отработала 3 года в ПМК. Каналы строили у нас там на юге Украины, вот эти водные, вот там же ж у нас степи кругом, что Мгм. порошать. 3 года отработала, дали квартиру. Ну, Вот где сейчас ты такой, где ты сейчас 3 года отработаешь, чтобы тебе дали квартиру? согласен. Ну где? Приходишь нет. после института, молодой специалист, дали общежитие. Ну, Да. общежитие хоть что-то, ты же не живешь под это. А сейчас выпустили из института, иди нахер, Да. божий свет, все. И то полстраны юристы, экономисты, финансисты. А, Мерчендайзеры, блин. Да, мерчендайз. То есть такой пропал. Не, ничего. У меня не пропал. Анекдот такой, знаете, когда 2 подруги разговаривают, она говорит, ты кем работаешь? Она говорит, мерчендайзером. Та говорит, ой, не хочешь, не говори. Говорит, ну. Да, Слово понапридумывают этих названий, блин.
Скажи, торгаш и все. Торгашка, блин. Иди Да. А что, у вас там на стриме много людей, да? 19. Ну, всем привет, всем. Ну, мне хватает, у меня калиброванные, как бы, ребятки все. Да. Я Всем не гоню привет. за количеством, у меня ребята качественные. Как бы. А я для себя так сравнительно недавно вот эту открыл, вот эту чат-рулетку. Я до Ну, этого это был в той. лучше. Ну, там как не зайдешь, то какие-то Вам неадекваты большой вообще. привет, огромный привет от чата, от моих числа. Вам Да, привет огромный. спасибо. Спасибо Да. за такую, за Хотите, адекватную я сейчас подарок сделаю для твоих этих самых. Минуточку. Мгм. Я немного увлекаюсь народными музыкальными инструментами. Мгм. Я думаю, все знают, что это такое. Да ладно. Да ладно. У тебя тоже есть орган? О, а какой у тебя? Кого? Чей? Они же разных мастеров есть. У меня, я уже не Ты помню. тоже своим играешь, да? Не, я не Это играю, но если будет, то будет интересно. У меня якутский, из Якутии. Мне так такое. Блин, ну классно вообще. Спасибо тебе от души. Могу долго, могу долго Да играть. я Ты уже такой понял. человек. Как Классно. что вижу, то пою. Классно, классно. Ладно, дорогой, спасибо тебе за общение. Да, всем привет. Если что, Всего канал хорошего. Таежник я. Заходи там. Таежники. Я сейчас Таежник, запишу. таежник, Таежник. пробел я. Таежник пробел я. Я сейчас, да, сегодня записываю. У меня тут тоже один парень был сегодня, стример хороший такой, позже пообщались. Таежник, Пробел я. пробел я. Все, хорошо. Если что, будем подпишусь. Всех благ. Мира, добра, главное здоровья, всех благ. Если что,